Обалдеть, у нас здесь такая тема интересная. Оказывается, телеканал «Вся Уфа» шоу «Утро в столице» смотрит за щенками. Я не знаю, как шоу «Утро в столице», но я точно смотрю. Ладно, хорошо. Традиционная рубрика, которую мы по средам с удовольствием с вами обсуждаем и общаемся. На сегодня Гульнар Цепалова в гостях. Главный специалист по животным телеканала «Вся Уфа», не побоюсь этого слова. А также Дилара Плотникова, ветеринарный врач Центра ветеринарной медицины, Альвис, специалист по экзотическим животным. Вот теперь доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как это так по экзотическим животным? Прям вот кроме кошек что-то такое экзотическое есть еще? Экзотическое — это рептилии, грызуны, кролики, ящерки. Все это мое. Ёжики. Ёжики, да. У нас дома, я опять рассказываю свою жизнь, да. Давай. У Ярослава новый прикол, теперь мы ловим ящериц. И у нас дома теперь живет ящерица. Ну, Сейчас многие, кстати, мы разрешили ловят. всего на 2 дня ему взять ее. Оказывается, самцы зеленого цвета прыткой ящерицы, а самочки неприметного коричневого цвета, представляешь? И мы себе. поймали одну самочку, взяли ее домой, то ли она прыткая, то ли живородящая, но фишка в другом. Оказывается, есть ящерицы, которые рожают яйцами, а есть, которые сразу Мать живородящие. Представляешь, я в шоке был. Так ли это? Обалдеть. Да, есть такое, бывает. Все, спасибо. Спасибо, друзья. Ярослав, Нет, привет. ну у нас вот это вы, наверное, на даче где-то, да? Да, На на улице даче, да, поймали, да, да. они обычно яйцами плодятся. Да, Они закапывают, им нужен сухой Песок. песок, тепленький, да. Если вот есть кучка песка, вы можете там порыть, и раз у вас ящерица есть, вы обязательно кладку найдете яиц. И потом можете взять домой, сделать инкубатор с лампочкой и своих ящериц мы делали. И вот у нас на руках прямо сейчас находится Почти как ящерица. Ну, Та почти самая похоже, ящерица. да, хвостик. Что это покажем. за чудо? Это кошечка Гуччи, порода Корниш Рекс. Все, Гуччи. Гуччи самое главное. Да. Кошечка Гуччи. Порода Корниш Рекс, она кудрявенькая. Вот, пожалуйста. Да. У них нет остевого волоса, это весь пушок такой Она, кудрявенький. вот это же, Очень по-моему, такая мягкая. вполне себе дорогая, да, порода кошек, насколько я Как Юля слышала? сказала, вполне себе дорогая. От 30 тысяч вот мне сейчас подсказывают. Дорогая. Да. Такие вот Они представители такие бывают. особенные, вип-кошечки. Ну, посмотри, она такая Но, смотрит на пол и говорит, чем, нет, чем сюда я они не так ступлю. хороши, что они считаются таким премиальным? Ну, вообще, в плане того, чтобы у них уход, во-первых, есть, и разведение очень достаточно такое вот, ну, особенное, в плане того, что подбор самцов, самок нужно определенный окрас, чтобы была определенная шерсть какая-то красивая, ушки, хвостик, все подбирается. То есть они на выставках участвуют, естественно, такие вот бывают, в Уфе тоже такое участвуют. Ну, вообще, если в плане такого смотреть, и еще к тому же... Да, Гуччи, Может быть, спокойно. она ко мне хочет? Она побегать. Гученька, хочешь? Ну давай, Гуччи, поноси Гуччи. Да. Еще они считаются немножко гипоаллергенными в плане того, что есть несколько... А если мне поцарапает сейчас? У меня когти постриженные. Вот я как раз хотел спросить у Гульнары, да и, чудо может быть, вы такое. сориентируете. Это всегда вечный вопрос, потому что многие люди имеют аллергию, но при этом хотят иметь себе животное. Как с аллергией? Есть много типов видов аллергии, то есть именно как бы плохо это доказано, к чему именно аллергия, то есть слюна, железы какие-то потовые, допустим. Поэтому рекомендуем людям, которые аллергенны к кошкам, пообщаться с какой-то определенной породой, то есть долгое время посидеть, поиграться. Что он тебя А потом, ест? если нет каких проявлений, то можно подобрать эту породу для вас как раз. Ну, а вот я сейчас внимание обратил, пока держал. Ты очень Она агрессивная такая. Нет, она пузатая. Прям пузатая. Она пузатая. беременна? Нет, она стерилизованная. Она... Она альфа-самочка. Извини, пожалуйста. Она просто пузатая. Она альфа-самочка, вся вкусная еда, только ей достается. Ух ты какая. У Дилары не одна кошка дома, Сколько? даже самцы. Вот сколько Да. кормишь? Приносят ей еду. Достаточно. Сколько? 100? Она 20? нет, говорите. нет. 10? Нет, 8 штук. 80 штук Класс. кошек у человека. 8, Можно к вам в 8. гости? Слушайте, а в чем тайная информация? Никакой тайны нет. Ну просто люди удивляются, когда вот держат много кошек, все говорят, ой, зачем так много? Хотя вот Дилара, она очень хороший специалист. Такая и горячая животные очень ухоженные, привитые. Я говорю, пузатая еще. Да, конечно. Так Посмотрите, Смотрите, какая приносим у тебя- еду. Вы знаете, вот эти кошки, они очень-очень общительны. Да, Они вот без чел- незаметно вообще. Глаза Они здоровые. без человека жить вообще не могут. Вот если есть породы британцы, да, они могут спокойно без человека день-два, а вот корниш рексы не могут. Да, они ведут себя Это как собачки. компаньоны вот для человека
компаньоны. О. Разговорчивая она очень. Я, может быть, пропустил это в начале информации, в начале разговора увлекся слишком внешним видом кошки. Это сейчас моя она котя. постриженная? Ты моя Выстрижена? Нет, это ее. А, У нее сейчас это вот линька идет, то есть она менее кудрявая. Да, Зимой очень. они очень кудрявые, Да? прямо Ничего себе. рисунок очень сильно выразительный. А это Обалдеть. получается смесь лысой кошки и какой-то другой? Да, когда-то Ой. вот, Она тебе когда, сейчас когда появились кудрявые кошечки, решили их определенный им вид приобрести. То есть те, кто разведением занимался, то есть они именно со сфинксами их развели, потому что чтобы была статная фигура такая. То есть поэтому она Гуччи. Нет, на самом деле здесь можно обратить внимание, что удлиненная шея в сравнении с обычным котом. Да. Ну, есть, Гульнар? Длинная шея, вытянутая морда, да, видите, Мгм. такие Такая уши котика. вытянутые, высокие. Уши вытянуты, длинная шея и очень большие глаза. Потрясающе большие, Ну, красивые это глаза. вот Она порода, всегда да, такая это активная, да? селекция. А бывают такие спокойные, которые просто хотят обниматься. Бывает, плюшевые бывает. кошки называются. Плюшевая кошечка, Гуччи тоже есть такая. Вот так. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хочешь забрать? Я хочу вернуть ее хозяину, чтобы не мучился. Я держу тебя. А как они в общении с другими животными? Ну, вообще, нужно приучать с детства, то есть с котячего возраста. Ну, к примеру, у меня еще есть шотландские кошки, они породы друг друга не любят. Вот, то есть она их может Да. побить. Да? То есть она сильнее, она главнее, да? Она прям Альфа-самочка. супер Я посмотрел на днях передачу, я же говорю, у нас получается такая ситуация, у меня реально 2 кошки, 1 собака, и еще есть животные, и вот стоит только одному коту, допустим, с кровати спрыгнуть, как собака и кот второй сразу за ним бегут и начинают его донимать. Я говорю, вы как будто он споткнулся, а вы его добиваете. И оказывается, я посмотрел передачу, у них реально, у животных, когда они в коллективе находятся, у них там вся гамма палитра чувств. Они испытывают стресс. Реально, вплоть до того, что могут находиться в постоянном стрессе, трясутся, боятся стресс. Для них есть обезболивающее, успокаивающее. У них есть, вот как было сказано, альфа там и так далее. Иерархия. Иерархия есть, Да, обязательно. независимо какие породы. Там целый мир, целая Обалдеть. жизнь. Вот Представляешь, если бы они насколько это разговаривали, представляете, дома, да, 2 или 3 кошки, да, и какой бы стресс испытывали Это люди, хуже, да? чем в женском коллективе. Да. сложно? Если один кот лежит на диване, к примеру, с мамой, то второй кот, он снизу стоит, вот так выглядывает, смотрит, можно или нельзя. Смотрит на реакцию кота. Там еще собака. Ох, ребята. Ладно, давайте, у нас немного времени совсем. Вот знаете, что хотела спросить? У каждой же породы есть свои особенности, да? Вот у корниш-рекса, то есть, может быть, заболевания какие-то особенные, или наоборот, у них сильный иммунитет, там еще что-то. Вообще иммунитет у породистых животных меньше, чем, допустим, в плане Слабее, обычных. да. Они слабее, потому Ага. что они искусственно выведенные. Мгм. В плане того, чтобы болезни, у них у всех есть предрасположенность ко всем болезням. К примеру, породистые животные больше предрасположены к болезням сердца. Мгм. То есть поэтому всегда перед какими-либо операциями, или же, ну, когда анестезия есть, или же просто время от времени, когда взрослое животное, лучше исследовать его сердце. То есть профилактировать ЭКГ делать, болезни. да, Ничего себе. проверять. Я, как уже всегда говорила, у животным передумала. надо диспансеризацию. Вот как Да. людям проводят Каждый раз в год год, да, животному, да, своему питомцу. Общий анализ крови, УЗИ сердца, брюшной полости. Массажист, быть- в конце концов. Почему Да, бы и конечно, нет? спа-процедуры. Да. Ну, раз вы его любите, это же сладкая булочка. Как ласково, да, называть? Гучонок. Кошару. Гуча, Кошару хотел сказать. Гуча, Гуча. 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 Да. Гуча. Да. Гуча. 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 Гуча, куча. Гуча. А говорят, что обязательно должно содержаться. Гуччи не содержится. Нет, Не не обязательно, обязательно, нет. Как должно А у меня, содержаться? да, вот у меня, смотри, А. одного кота зовут Беляш, 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 он такой. А второго зовут Элвис, Элвис, Элвис. А вот если посмотреть, в Содержится. разных странах Звучит кыс-кыс звучит же по-разному, да? Да. Вот, допустим, в Америке, по-моему, говорят Кирик, кирик-кирик, да. Без В «с» и в башкирских «ш». деревнях, я уверен, тоже говорят, как американцы. Да-да. Они как американцы. Кири-кири-кири-кири-кири. Да-да-да. Кири-кири-кири. Псей, Так псей. что как приучиться, как привыкнут, наверное. Ну, это вот поэтому- это заблуждение все-таки, что должно Ну, содержать шипящее. Ну, конечно, они откликаются. Даже Там бездомные там, бездомыши, они вот на такие звуки откликаются. О, да ты не Гуччи, ты кыс-кыс-кыс. Ну, потому что до них классный. доходит быстрее звук, да? Наверное. Вот, вот Не это надо, у меня взгляд такой, взгляд. ненавижу. Ты зачем используешь этот пароль? А представляете, есть тайное кошачье общество, где у них это тайный какой-нибудь знак,
на помощь, когда нужно звать, в крайнем случае, который Сос. можно использовать. Да. Представляете? Ну что, мы порекомендовать можем абсолютно всем это животное завести. Я так понимаю, что есть, конечно, как нам было сказано, какие-то свои особенности и проблемы, но в целом даже есть, как я правильно услышал, возможность не заработать аллергию, точнее у людей, у которых есть аллергия, реакцию Можно не получить. завести, Да, да, Можно. такую Слушайте, породу. на сегодня у нас 10 июня отмечается много праздников. Один из праздников — день разрисованных ладоней. Поэтому я предлагаю отпечаток свой оставить на нашем плакате. А может, И да, я тоже кошачью хотела лапку, предложить. да, Давайте Юля пойдемте к нам. придумала. Я прям этот кусочек вырежу себе домой принесу. Так, Давайте. ну что, вот наша стоечка. Юла. Юла, это у нас анимационная студия была. Детки остались здесь. Берите Надо любую вставить. краску. Угадайте, какая красьте рука свою Юли, ладонь. какая моя. Все Вот правильно. сложно давайте. догадаться. Это моя. Давайте розовой лапкой покрасьте. Мы сейчас ей Розовой опечаточку сделаем. ей. Давайте. Надо золотым разгучи. Гульнара, а вы каким себе Давайте. будете? Ой, я не знаю, Может давайте быть, синим? зеленый. Зеленым? А был уже зеленый, Зеленый да? был, да. Ну ладно, давайте синий. Ну, а пока у нас происходит покраска, это так дорогие мило. друзья, уважаемые телезрители, напоминаю вам, сегодня действительно день разукрашенных ладошек, поэтому если у вас с детьми нету такой истории, что Вот сюда плакат поближе дома ко или мне, картина с да. вашими следами, сделайте обязательно. Возьмите детские краски, для детей есть и пальчиковые краски, экологичные, безопасные. Ну, возьмите вечером, займитесь, накрасьте себе ладошку, сделайте такой семейный, рисовательный, запоминательный портрет. Ну вот, по крайней мере, у нас сегодня получился такой семейный портрет с нашими гостями. Сделали мы, вот здесь у нас, давайте кстати, я тоже следики свою. уже Ты теперь есть. такая девочка хорошая. Здорово.